Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, хочу предложить вам такую тему. Какая она темная сторона загаданного вами человека? Давайте же посмотрим, какую темную сторону скрывает от вас ваш любимый, либо тот, кто вам интересен. Если вам тема эта заходит, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Представьте этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно, либо вслух позовите его по имени. Вы должны почувствовать его рядом. Задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите по имени. Покажи, в чем твоя темная сторона, какая она. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самые важные, самые нужные новости, сведения и информацию. Давайте же посмотрим, какая она темная сторона загаданного вами человека. В чем она заключается, какова ее суть, как с ней жить и бороться. Так, ну что, какая темная сторона у вашего загаданного человека? Но он очень страстный. Здесь вышел цветок, цветок пиона. Это у нас страсть, безумная страсть, опьянение, азарт. Знаете, этот человек, он немножечко такой самовлюбленный, эгоистичный. И, как ни странно, всегда и во всем свои приоритеты, свои интересы он ставит на первое место. В чем его темная сторона? Да в том, что он у себя такой, знаете, один-единственный. Себя он любит просто, да, я не знаю, синих пузыриков. Очень сильно себя балует, холит, лелеет, требует к себе какого-то особенного уважения, отношения. И он на этом и стоит, понимаете? У него есть зависимости. Зависимости достаточно такого, знаете, характера. Он может быть зависим от какой-то вкусняшки, может быть зависим от мамы, может быть зависим от чужого мнения, от каких-то азартных игр, от какого-то особенного там допинга, да, алкоголя, либо футбола. Вот понимаете, у него как бы и зависимость, и азарт, они вот как все вместе переплелось. Человек достаточно яркий, человек неспокойный, он по натуре очень какой-то резкий, дерзкий, беспокойный, много суеты, много каких-то лишних движений. Он это все в себе прям культивирует, понимаете? Вместо того, чтобы побороться со своей темной стороной, он наоборот возводит это как, такой, знаете, это типа, это я, это моя суть, это моя личность. То есть как будто бы даже этим гордится. Если честно, то у него кто-то был, либо есть, кто ему в этом помогает. Да? То есть ему могут давать советы, ему могут давать такие наставления, что ты, дескать, уникальный, ты такой прекрасный, замечательный, личность. Звезда во лбу у тебя горит, да? Например, там мама может быть очень такая любящая, да, которая прям души в нем не чает и может ему всякие вот такие мысли внушать и вбивать в голову. В чем еще его темная сторона? Честно, он человек любвеобильный, честно, вот я вам говорю. Он, по сути, не однолюб. Он такой, знаете, за любовь к себе он готов прям для человека там с неба звездочку достать, да. То есть, я вам так скажу, да, если там какая-нибудь женщина начнет за ним ухлёстывать, пусть она там будет там и старше, и там некрасивая, и там без всяких каких-то, не знаю, изысков во внешности, либо в фигуре, но при этом она будет ему там заливать, какой он классный, уникальный и прочее, он может на это пойти, он может купиться и сказать, что вот я собой ее осчастливлю, я там как, знаете, вот король солнца, да, подарю ей лучик своего тепла и все такое, да. То есть человек неразборчивый в связях, то есть у него отсутствует, наверное, какая-то моральная планка, что ему все равно, да, кто перед ним там
какого возраста, какого статуса, то есть вообще не важно. Любит он интим без контрацептивов, да, не предохраняется. Ну, какие-то у него на этот план стереотипы есть. Вот. В этом плане, конечно же, неразборчивость, помноженная на нелюбовь контрацептива, может с ним сыграть злую шутку. Кстати, уже, скорее всего, играла. То есть у него какие-то уже были моменты, что ему приходилось там от чего-то лечиться. Вот. И эта ситуация его совершенно ничему не научила. То есть как он был такой неразборчивый в связях, так и он и остался. Если честно, этот человек, он считает, что интимная часть жизни — это, ну, скажем так, это как спорт, да, что может понравиться там другой вид спорта, да, то есть ты не можешь там, например, заниматься все время на одном и том же тренажере, что нужно там менять, чтобы разные мышцы прорабатывали. То есть у него какой-то вот, ну, извините за слово, идиотский подход именно к интимной жизни, и он мало того, что неразборчив, он считает, что это, ну, как это называется, мужчина охотник, он должен охотиться, он должен получать свою добычу, пятое и десятое. Да? Вот он как-то делит у себя в душе понятие любовь и понятие секс, да, кекс. То есть для него это разные вещи, и типа верность у него в любви, да, вот я там люблю одну женщину, я ей там верен, вот именно в любви. Но если мне там припекло, да, то в принципе вот кто попадется, с тем я и займусь кексом. Вот такой у него подход. Это его темная сторона. Он падок на соблазны. Соблазны в жизни есть, были, будут, и он никак с ними даже бороться не собирается. Я честно скажу, по этому песку тут будет момент, когда он пожалеет. Реально пожалеет о том, что он такой любвеобильный мужчина, да, нарвется он на какие-то неприятности, причем достаточно жесткие. Я не хочу, конечно, тут пророчить, каркать, пятое, десятое, но тем не менее, девочки, жизнь его научит. Научит, и он будет уже поумнее и поразборчивее. Так, что касается его отношения к жизни. Ну, он такой, знаете, он мнит себя победитель, такой прекрасный рыцарь в блестящих доспехах. Мечтает он о том, чтобы у него была там машина крутая, чтобы денег было много, чтобы там девочки у него там по жизни были, да. Знаете, вот у него какой-то идеал, мечта, что у него есть жена, что у него есть любовница на работе, плюс у него еще одна есть, с которой он там тусит, и еще кто-то есть. То есть, ну, как бы такой мини-гарем бы он хотел завести. То есть есть у него планы, мечты, он там иногда себе позволяет побаловаться в своих мечтах. Что касается личной жизни, ну, он как муж, он незрелый, понимаете, если вы загадали на мужа, то он реально муж незрелый. Очень много секретов, очень много тайн, очень много каких-то скрытых мотивов в его поведении, которые он даже сам себе не может, скажем так, объяснить, да, почему я веду себя так, либо иначе. Если это мужчина, к которому вы присматриваетесь, либо с кем вы там встречаетесь в паре, то у этого человека вот такой истинной, искренней любви к вам еще нет. Влюбленность есть. У него, кстати, вот в темной стороне, вот ему почему-то хочется интима, кекса, да, сразу с несколькими женщинами. И тут не две. Тут, знаете, вот как-то он себя мнит, что вот 3-5 я смогу. Да, вот, чтобы он там потом с друзьями похвастался. Кстати, будьте готовы, что он может вам предлагать, да, тройничок либо какой-нибудь, либо там больше количество участников, да, может быть какие-то там свингер-клубы, да, там где люди парами ходят, там обмениваются партнерами. То есть у него в этом плане какой-то, вот я не знаю, это как фетишист он, что ли, какой-то. То есть какой-то у него есть там гвоздик в голове вбит в этом месте. Что-то не в порядке. Нужно обязательно эту часть, ну, я не знаю, с психологом проговаривать. Что-то нужно тут менять. Если вы с этим человеком в паре, в браке, в отношениях, то вы постоянно будете страдать из-за ревности. Потому что он, знаете, он какой-то, что в голове, то на языке, да, может какие-то слова говорить, либо какие-то вот высказывания, что вы начинаете сомневаться. Может, он и не изменяет, да, но за счет того, что он говорит какие-то вот слова, да, вы начинаете задумываться. Если вы
в отношениях, да, присматривайтесь друг к другу, и отношения ваши только начались, либо вы там думаете, стоит ли продолжать, то, ну, на мой взгляд, мужчина просто не готов к серьезности. Он не готов, он, ну, дураковатый, извините, но не серьезный и не зрелый. Вы потратите очень много времени и нервов с этим человеком. То есть сырой. Мужчина сырой вышел. Да, вот тот, которого вы загадали, он реально сырой. Очень много у него, конечно, тут скрытого. И, ну, это не самые прекрасные моменты. Знаете что? Вот он может вести себя скромно. Он может быть, как говорится, в ангельской личине, да, но скрывается там чертик в нем. Причем такой достаточно глупенький, да, потому что, ну, я вижу у него какие-то вот прям разрывы шаблонов и странности поведения. То есть он может быть нормальным, потом раз, что-то с ним случается, переключилась какая-то передача у него в голове, и его понесло, и вы как будто бы, оп, а перед вами совершенно неизвестный чужой человек. Так что, девочки, к этому человеку нужно присматриваться, с этим человеком нужно быть поосторожней. Если уж так случилось, что это ваш муж, то, конечно, семейный психолог, я уж не знаю, там просто психолог, нужно поводить, нужно разбираться, потому что то, что у него происходит в его темной стороне, что у него на подсознании, ну, извините, это прям диагноз уже какой-то идет. Я, конечно, не доктор, я, как говорится, умываю руки от этого дела, да, но вам даю совет: либо прекращать это все дело, либо бороться за этого человека, потому что явно что-то не так у него с психикой происходит. Мои девочки, будьте аккуратны, всего вам самого наилучшего. На этом у меня все. Всем пока-пока.